Традиционно в преддверии каникул народные избранники решили отработать по максимуму. На прошлой неделе приняли ряд важных документов, в числе которых был и закон об энергетике. Тогда депутаты его приняли во втором чтении, уточнив, что проект требует тщательной доработки. И вот спустя пару дней законопроект вновь в повестке дня, уже с измененным названием – об электроэнергетике. Профильный комитет приступил к внесению поправок в документ уже на следующий после заседания день. К обсуждению законопроекта об электроэнергетике на комитетское слушание были приглашены все желающие депутаты и специалисты. Хотелось бы отметить, что президентом была представлена 21 поправка, каждая из которых была рассмотрена и одобрена, так же, как и все иные представленные поправки и замечания. В связи с вышеизложенным представляю на ваше рассмотрение законопроект в третьем чтении. Настоящий законопроект призван обеспечивать экономический суверенитет Республики Абхазия посредством исключения рисков утраты права собственности на стратегически важные объекты, обеспечивая жизнедеятельность населения, достижение стратегических задач, стоящих перед нашим государством. Несмотря на всю согласованность позиций, при обсуждении документа на заседании возник ряд спорных моментов. Ранее на комитетском слушании депутаты пришли к единому мнению о том, что объекты, мощность которых выше 20 мегаватт, приватизации не подлежат. Они должны оставаться в собственности государства. Давайте, прежде чем ставить на голосование, проведем слушание, проведем консультации. Объясните, почему? Да, почему мы вдруг говорили за один документ, а сегодня мы встречаем уже другой документ. Это призвано для того, чтобы блокировать этот законопроект. Мы категорически не согласны с этим решением. Депутаты высказали недоумение по поводу изменения размера мощности и генерации энергетических объектов и потребовали объяснений по этому поводу. Сухум ГЭС. Есть люди, которые вложили туда средства, привели ее в более-менее порядок. Там, значит, 19 с чем-то мегаватт. И здесь вот ребята в комитете, которые есть, Дмитрий Григорьевич и остальные, внесли именно для того на комитете, чтобы дать возможность не более 20 не подлежит приватизации, а за 20 люди уже вложили средства, были и так далее. Дать возможность им, как говорится, довести дело до конца. И тем более, что это никак не влияет. И на комитете все это проголосовали, сказали «за». Так же было. А сейчас я спрашиваю, когда наступило прозрение? Когда за 3 дня, за 4 дня вот такие вопросы не обсуждаются. Не надо торопиться, мы просили, не надо выносить. За 3 дня до окончания нашей весенней сессии вынесли. Ребята хотели делать как лучше. То есть была какая-то угроза, кто-то распространил какие-то слухи, что все, что у нас есть, будет продано. Мы говорим, подождите, разберемся. Нет, значит, ребята на такой позиции были, но зато потом посмотрели другие законы. Оказывается, они не правы, они признались, мы не правы. Спикер Валерий Кварча не раз предлагал завершить обсуждение, однако депутаты не хотели голосовать, пока не будут сняты все вопросы. И тогда Наталья Смыр предложила внести поправку. Те самые 20 мегаватт изменить на 5. Концептуально стоит вопрос о приоритете государства в этом вопросе. Да? То есть, и там предусматривается государственно-частное партнерство. И статья об инвестиции, глава 6 и пункт 1 не позволяет применить данную статью, если будет этот объект, дано будет разрешение на приватизацию. Государственно-частное партнерство не будет применено к данному объекту. Вот основным вот таким моментом отношения и принятия вернуться к 5 мегаваттам, вот побудительным моментом явилась вот эта статья об инвестициях. Это предложение усилило дискуссию, одной из причин которой стал Сухум ГЭС. Теперь этот объект, согласно новой трактовке законопроекта, нельзя будет приватизировать. В случае, когда мы записали 20 мегаватт, предполагается, что Сухум ГЭС подлежит приватизации. Чтобы все понимали, чтобы снять вот эти кривотолки о том, что кто-то хочет что-то продать, что этот законопроект делается для Сухум ГЭСа, мы говорим, что мы возвращаемся к 5 мегаваттам, свыше 5 мегаватт, это государственно-частное партнерство. То есть мы снимаем только этот вопрос. На самом деле закон не только о Сухум ГЭСе.
закон чуть-чуть шире. Валерий Кварча поставил на голосование поправку, которую предложила депутат Натали Смыр. В итоге депутаты приняли и эту поправку, и законопроект в целом в третьем и четвертом окончательном чтении. Документ вступит в силу в полном объеме 1 января 2019 года. Депутат Баталтапаго выразил свое несогласие с решением коллег и покинул зал заседаний. Основная цель, задача вот этого сырого закона, который мы сейчас принимаем, как архаического, как я его назвал, только в одном, чтобы закрепить за государством Ингургэс, закрепить сети энергетические и так далее. Но мелкие ГЭС, которые страна не может, не в состоянии и невыгодно экономически дать возможность инвесторам, если кто-то что-то может сделать, помочь. И все с этим были согласны. Ни один из депутатов против ничего слова не сказал. Более того, значит, руководитель энергетической нашей отрасли тоже как бы согласился с этим, ничего не было. Сегодня прямо на сессии вы видите, что творится. Все как будто первый раз это услышали. Вносится предложение и никакого обоснования, почему именно это так, никто не говорит. Нам нужны такие правила, которые хороши для всех, а не для того, что избран для одним, другим нельзя. Это неправильный подход. В общей сложности депутаты сегодня проработали меньше часа. С первыми звуками гимна страны официально завершилась весенняя сессия парламента. К работе народные избранники приступят 6 сентября. Нисфарш Бабислан Джинджоля, Абхазское телевидение.